Ну что, друзья, вот она удивительная вторая, не вторая даже, не первая, а все-таки третья смена, друзья. Второй час стартует прямо сейчас. Андрей Соколов, как всегда, занял место у микрофона, чтобы, естественно, с вами сегодня завести очень интересную беседу. Но не я один сегодня буду в студии. Благо то, что есть замечательные гости, которые разбавляют мое гордое одиночество. В Душанбе пройдет первый форум, называется он «Нулевой углерод». Сегодня у нас, друзья, в гостях это Михаил Петрушков, председатель Таджикской ассоциации туризма, основана на сообществах, Зафар Норов, страновой проектный офицер АКД, если не ошибаюсь, проекта «Устойчивая энергия для туризма», и Бахридин Исмуддинов, если не ошибаюсь, директор Центра развития туризма. Прошу прощения, если я вдруг неправильно произнес. Добрый вечер, друзья. Рад вас, на самом деле, наблюдать в этой замечательной студии радиостанции «Азия Плюс». Как настроение в целом? Настроение отличное. Добрый день, уважаемые ведущие. Добрый день, уважаемые слушатели прекрасного радио «Азия Плюс». Мы рады вас приветствовать. Я думаю, коллеги сейчас тоже присоединятся и скажут пару хороших слов. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Да, если можно ближе к микрофону, маленькая просьба. Добрый вечер всем. Нам очень приятно быть здесь и говорить сегодня о туризме в нашем стране, именно туризме зеленом и туризме, основанном на сообществах. Ну, у меня все-таки будет такой первый вопрос. Вообще, что такое зеленый туризм? Или как называют еще его экотуризм? Михаил, вам слово. Зеленый туризм – это одно из, наверное, самых модных, самых трендовых направлений в туризме. Это туризм, который, несмотря на вред, который все-таки туризм оказывает, и тот ущерб, который он наносит окружающей среде, этот вред минимизирует, можно сказать так. Поэтому вот мы благодарны, что АКТЭД вместе с Европейским Союзом и другими партнерами запустил такой проект в странах Центральной Азии. Этот проект не только реализуется в Таджикистане, но и в Кыргызстане и в Узбекистане. И направлен он на то, чтобы туризм, развиваясь, все-таки сохранял все то самое лучшее, чем нас наградила природа и Всевышний. Мне кажется, многие понимают то, что вот экологический туризм — это какое-то вот противоположное комфорту что-то. Спать в палатке, готовить на костре. Скажите, это действительно так? Или я ошибаюсь? Так, добрый вечер всем, да. Добрый. Еще раз, да. Я не успел поздороваться, я вот поздоровался. Был вопрос о настроении, настроение в плюсе. Спасибо. По поводу вашего вопроса, да, есть такое мнение о том, что экотуризм, он противоположность более такому комфортному туризму. Ну, не всегда так можно судить, потому что, в принципе, экотуризм, он тоже достаточно комфортный, если соблюдаются основные принципы именно построения турпродукта и вообще всей инфраструктуры приема туристов на каких-то объектах, то достаточно нормально и комфортно можно себя чувствовать. Просто единственное, что при построении этой инфраструктуры и вообще самого турпродукта непосредственно туроператоры или те, кто его создают, они используют именно те технологии, которые, как Михаил заметил, они дают наименьшее воздействие, пагубное воздействие на окружающую среду, на биосферу и вообще вот то, что мы называем как разрушение экосистемы, которая приводит, да, вот, в принципе, строительство дач, строительство коттеджей, там, не знаю, там, строительство каких-то крупных объектов. Ну, вот, в принципе, экотуризм, он тоже, в зависимости от того, что какие технологии будут применены, достаточно может быть комфортным. Ну, следующий все-таки вопрос. Как вы считаете, какие перспективы зеленого туризма в нашей стране? В Таджикистане перспективы достаточно высокие, потому что как таковая инфраструктура не развивается. Ну, я имею в виду то, что люди пока сильно не вкладываются в развитие какой-то инфраструктуры туризма вне города. Поэтому пока что природа сохраняется. Ну, есть, да, конечно, нарушения в том плане, то, что когда туристы посещают, они везут с собой пластик, баклажки, там рубят деревья, используют сухостой, который тоже пагубно так отражается.
Но относительно, допустим, других наших соседних стран у нас воздействие не такое пока еще сильное, потому что вложений, люди пока что не вкладываются в такое развитие сильное вне именно больших городов. Я могу добавить, что в другом отношении перспективы очень тоже хорошие и очень позитивные, потому что именно само государство тоже обращает очень высокое внимание развитию туризма, основанного на сообществах, призывая жителей, населения в отдаленных местностях развивать какие-то туристические инфраструктуры в своих домах, допустим, принимать даже гостей, показывать нашу культуру, традиции, но при этом, конечно, принимать какие-то средства, деньги за то, что за оказанные услуги. И эта программа развивается. Единственное, также они призывают, чтобы сохраняли природу вокруг горных озер, вокруг местных, то есть сельских местностей. И чтобы всегда, допустим, опять же, убирали за туристами, за собой, чтобы было мало мусора. И вовлечение самого местного населения, и уже это очень развивается у нас в стране, потому что основные туристические места, туристические назначения находятся в отдаленных местах, и жители уже учатся этому, проводятся какие-то образовательные тоже работы, информационные кампании при государственно-частном сотрудничестве, это совместные проекты, это тоже отдельные ассоциации туристические работают над этим. В общем, перспективы очень хорошие. Другой вопрос тогда, все же мы сами, мне кажется, тоже должны развивать культуру общения с природой, культуру общения с теми местами, где мы находимся, то есть нетронутыми местами, возможно, природы. Вот эту культуру как нам развивать? Я думаю, это самый основной призыв, который мы должны развивать у себя, среди своих, и начинать с себя. То есть, если ты поехал с семьей отдыхать за город, допустим, в какое-то место, или, допустим, вышел в парк, то обязательно везде ты должен учитывать, я думаю, это уже нормально для обычного, скажем, человека, за собой убирать то, что ты, допустим, вокруг поел, пластик, весь мусор вокруг ты должен забирать и убирать это все в определенные места. То есть эта культура она уже есть, ведется работа в этом направлении. Я думаю, нашему населению нужно немного обратить на это внимание. И, конечно же, это очень важно начать с себя и затем показывать это гостям. И поэтому нам нужно, самое важное, именно эта часть туризма, сохранить наше культурное наследие, природное наследие следующим поколениям. И немаловажный вопрос, какие все-таки регионы, районы нашей страны сейчас наиболее перспективные для развития зеленого туризма? Я могу добавить здесь, что начиная с Зеравшанской долины, это знаменитые Фанские горы, это Памир, регион Горно-Бадахшанская автономная область, это Рашская долина, это, скажем, одни из основных туристических мест назначений, где развивается туризм, основан на сообществах. Но, опять же таки, я могу добавить также, что в самом городе, в столице, в больших городах Таджикистана, туризм, основан на сообществах, это участие местного населения именно в процессе секторе туризма. Это, опять же, человек у себя дома, у него есть двор в городе, и он может выделить какие-то комнаты для принятия туристов. Почему бы нет? В семье отдельная комната, душевая и организация. Это и есть уже. И то же самое, это услуги такси, то, что это тоже вовлечение местного населения. И напрямую турист покупает, или заходя в магазин, он напрямую покупает что-то в магазине. Это тоже доход местному населению. Это тоже как часть туризма основана на сообществе. То есть вовлечение самого сообщества в процесс туризма. Да, я добавлю, если можно. Вопрос у вас был о том, что какие самые популярные территории. Зафар, в принципе, основные назвал. Я единственное, что могу добавить, смотрите, ситуация какая, то, что во время пандемии у нас в Таджикистане, я думаю, что во всех странах очень популярно стало развиваться, точнее, популярно стало направление внутреннего туризма.
в том случае, в том плане, то, что население, не имея возможности выехать за пределы страны, стали путешествовать по своей стране. И таким образом я вот вижу в той же самой, допустим, сети Фейсбука, вижу, что люди стали посещать такие места, которые давно уже никто не посещал. Поэтому, в принципе, знаете, вот это ограничение какое-то территориальное о том, что какие популярные, сейчас очень сложно сказать в Таджикистане, потому что, в принципе, любая точка, которая имеет какой-то интерес для путешественника, она уже, считайте, освоена. Ну и призыв, который Зафар дал, то, что главный принцип – это не оставлять после себя мусора. В плане того, что вот как ты пришел туда, вот как ты увидел ее, пускай так и останется. Имеется в виду чистота, а не так, что пришел, когда грязно, ты добавил грязи и ушел. Нет, то, что пришел, если чисто, красиво, все, в таком же виде я оставил для других людей, которые после тебя посетят эту территорию. Таким вот образом, в принципе, если этот принцип будет работать, я думаю, что мы достигнем того именно уровня, когда можно будет говорить, что мы уже на где-то, ну, не сказать, чтобы 100%, где-то, может, 60% на пути достижения именно вот методологии зеленого туризма, экотуризма. Интересная вещь. Если мы развиваем бизнес в сообществах, наверняка должна быть существовать какая-то законодательная база. Она на данный момент есть? То есть мы развиваем бизнес, ясное дело, что мы должны платить налоги и так далее. Спасибо большое. Вчера как раз я столкнулся с этой ситуацией. Пришли к нам в офис жители Айнинского района, села Сараток, и они хотели зарегистрировать свой гостевой дом. И они не знали, что есть такая возможность, есть такое постановление правительства от 19 ноября 2019 года под номером 605, который гласит, что они могут работать в рамках патента как индивидуальный предприниматель. То есть им не надо брать свидетельство о ведении предпринимательской деятельности. И этот патент, он делает ограничения в уплате этих налогов. Но там есть одна такая оговорка, то есть в этой окрестности не должно быть каких-то гостиниц и так далее, где нет доступа. И это хорошая возможность, это очень хорошее послабление, которое сделало правительство жителям страны. Да, Михаил, хотите добавить что-то? Я, к сожалению, не соглашусь с моим коллегой, потому что я считаю, что пробелы в законодательстве огромные. В законодательстве нет определения, что такое туризм, основан на сообществах, нет понятия «гостевой дом». То, что говорит уважаемый Зафар, что можно работать по патенту, да, это абсолютно правильно, но туризм основан на сообществах, если мы понимаем логику, вытекающую из самого названия, это всегда сообщество, то есть коллективный труд. Патент предполагает частная или единичная трудозанятость, поэтому если в гостевом доме работает больше одного человека, по патенту работать нельзя, надо переходить на свидетельство. Отчетность ужасная, ее очень много, и, к сожалению, это не под силу людям в отдаленных районах. Поэтому это наше предложение, с которым мы выходим на наших коллег уважаемых, на Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, и находим понимание, что нужно законодательно регулировать это направление. Потом хотелось бы сказать немножко про экологическое воспитание. У нас очень хрупкая природа, и зеленый туризм – это единственная форма, которая способна туризма, которая способна сохранить Таджикистан как вообще туристически привлекательное место на земле. Если его не будет, при таком развитии туризма, какой мы хотим, я думаю, что очень скоро Таджикистан превратится в абсолютно непривлекательное место для людей. Поэтому нужно экологическое воспитание. Вот вы продемонстрировали как бы нехотя пример, что, наверное, экологический туризм – это костры, это палатки, но не все так просто. Вы понимаете, что палатки можно ставить не в тех местах, и костры жечь не в тех местах, и наносить огромный вред природе больше, чем гостиница. Поэтому… Но здесь требуется, наверное, все-таки инфраструктура, которая будет следить, естественно, за этим. Не только инфраструктура, наверное, начать надо с самосознания людей, с экологического воспитания, с отношения к природе страны, как к национальному достоянию, к национальной ценности.
Если можно, опять я добавлю немножко. Да, кстати, вот Михаил хорошую тему затронул, то, что какое воздействие, да, вот идет по природе, удар по природе идет. У нас уже несколько лет большой бич именно такой в Таджикистане по экологии – это выпасы. Выпасы скота, поголовье которого с каждым годом все увеличивается и увеличивается. И эти выпасы именно идут по таким территориям, которые в свое время были очень такие достаточно красивые, зеленые. Как мы знаем, после того, как стадо прошло, тех же самых овец, коз, то там уже не остается ничего на несколько лет. И этот бич очень сильно такой удар наносит по экосистеме именно в Таджикистане, потому что это можно, в принципе, эти отары встретить и в Фанских горах, и в Вражской долине, и в других вот регионах, где раньше были зеленые красивые пастбища, точнее луга, а сейчас это просто выжженные как пустыни. И если это будет продолжаться, то, соответственно, здесь даже не туризм будет виноват, а то отношение к тому, что люди не понимают именно, с чем связана, да, вот эта вот защита. Они думают, что вот защита экологии это, ну да, вот мы, допустим, там хорошо не бросаем пластик, не бросаем там пакеты, но те же самые выпасы это тоже сильный удар. Это очень сильный удар. Пока что вот на эти вопросы, которые поднимаются по поводу ограничения зон выпаса, тоже правительство идет навстречу. Ну, в принципе, это движение идет, но пока что не такими хорошими, быстрыми темпами, как хотелось бы, да. Но я надеюсь, в любом случае на форуме все это будет более тщательно обсуждено и к какому-то определенному статусу и определенному решению вы придете обязательно. Друзья, давайте прямо сейчас сделаем небольшую, коротенькую паузу. Далее у нас стартует реклама, но скоро вернемся. Друзья, третья смена продолжается, и я напоминаю, что сегодня в гостях у третьей смены организаторы форума «Нулевой углерод», друзья. Кстати, сегодня мы обсуждаем тему зеленый туризм и туризм, основанный на сообществах, их перспективы в Таджикистане. Ребята, у меня вот все-таки такой тоже будет вопрос, который не стоит упускать. Есть классический туризм, есть экотуризм. Здесь человек, который собирается провести время на природе, ему придется больше заплатить, как правило, в отличие от классического туриста, или же все, в принципе, может уложиться в те же самые рамки? Да, хороший вопрос, спасибо. Смотрите, в принципе, мы затронули опять-таки вот эту тему, да, туризм основан на сообществах, это модель. Зафар уже вкратце о ней сказал. Я более, знаете, так вот хотел бы более понятно объяснить, что это такое. Это модель, которая позволяет с минимальным вкладом денежным создавать какую-то структуру для приема туристов. Каким образом это делается? В принципе, сообщества в регионах, да, это может быть, ну, в селе в каком-нибудь, да, они могут объединиться. Это человек, у которого, допустим, есть какая-то гостевая комнатка, у человека, у которого есть, допустим, пасека, у человека, у которого есть, допустим, лошадь, у человека есть, у которого есть транспорт, человек, который умеет ходить по горам, они объединяются в сообщество, в котором создается именно этот турпродукт. Турпродукт создается, и таким образом получается, что тот, у кого есть дом, он создает именно, ну, создает минимальные условия для приема гостей. Это имеется в виду спальная комната, столовая, туалет, душевая комната. Тот, который, допустим, у которого есть пасека там, или хозяйство свое, он предоставляет питание. Тот, у которого есть лошадь, он предоставит лошадь для путешествий, транспорт то же самое. И человек, который гулять по горам, он спокойно может их провести его по достопримечательностям. Да. Таким образом, это сообщество объединяется в единую структуру. И, соответственно, так как они достаточно минимальный у них вклад ведется в развитие, потому что это не строится фешенебельная гостиница, это используется тоже уже готовый дом, это не покупаются супер там какие-то автомобили комфортабельные, это уже имеющийся транспорт, это не закупается питание на базаре дорогостоящее, это собственное производство, и, соответственно, все услуги, которые предоставляются этим сообществом, они минимальные расходы для туриста. Они минимизируют эти расходы, но, в принципе, человек, который хочет более таких комфортабельных условий гостиницы, то, конечно, он может выбирать более дорогостоящие
Ну и также он может это. Ну, уровень, который сейчас, допустим, сообщество предоставляют тех же самых, допустим, наших соседей в Кыргызстане, в Узбекистане, достаточно высокие. Достаточно высокие, и поэтому популярные, очень популярные туры именно в CBT-сообщества в этих странах. Я думаю, что и в скором будущем и в Таджикистане. У нас, в принципе, тоже уже есть регионы, в которые популярны для посещения. Это, допустим, я не знаю, слушатели, наверное, многие уже побывали в долине Семи озер, Хафткуль. И там вот у нас почти у каждого озера есть гостевые дома со всеми условиями, которые предоставляют и ночлег, и питание, и путешествие по этим озерам. И достаточно популярно, и достаточно, в принципе, доступно финансово для любого человека. Зачем предпринимателям начинать внедрять зеленые инновации в туристическом бизнесе? Ну, зеленый, это, как мы говорили, то, что изначально, что это минимальное воздействие идет. И, в принципе, знаете, если брать относительно экономической составляющей, это достаточно тоже хороший такой аспект того, что расходы тоже минимизируются. Допустим, возьмем несколько технологий зеленого туризма, это имеется в виду использование солнечной энергии. В наших гостевых домах, которые вот создаются в сообществах, используются солнечные панели, которые дают, ну, фотоэлементы, которые дают возможность выработки электричества. Также используются гелиоколлекторы, которые для нагревания воды. Ну и, соответственно, еще вот сейчас очень популярно стало использовать параболические, они вот в виде замечали, может быть, гуляя по горам, они замечали в районах эти параболические антенны с зеркальным отражающим такой поверхностью. Это солнечные печи, так называемые. И, соответственно, смотрите, использование гелиоколлектора позволяет иметь, ну, в зависимости от объема бака, это от 100 до 150 литров горячей воды, без использования электричества, без использования дров. Это, соответственно, уже меньше расходов на покупку тех самых дров и расходов по электричеству. То же самое касается, допустим, и солнечных панелей, когда электричество вырабатывается за счет солнца, накопительная энергия в аккумуляторах, и люди просто используют ее без затрат на электроэнергию для того, чтобы что-то производить, ну, подключать или еще что-то делать. И то же самое это солнечная печь. Очень сейчас популярна она в тех регионах, где, опять-таки, произошла проблема с тем, что вырубка и уничтожение зеленых насаждений, деревьев, кустарников произошла очень сильно, и в данный момент нет доступа, возможности, допустим, дальше уничтожать. Люди стали понимать, что нужно что-то делать, и они сейчас очень сильно, очень тесно стали сотрудничать с экологическими организациями и использовать именно вот эти вот технологии, которые позволяют именно сэкономить. Это вот так вкратце можно сказать по технологиям, зеленым технологиям, которые позволяют сэкономить. Не губить природу, но это само по себе замечательно. А вот как мы можем с помощью экотуризма сохранить и вот разнообразный животный мир? Ну, в данном случае, смотрите... Или восстановить даже, возможно. Восстановление, немножко, здесь вопрос такой сложный по восстановлению. В принципе, есть сейчас тоже проекты, которые по восстановлению, ну, простым примером можно привести. Речка Каратак, если кто-то раньше, допустим, знал эту реку Хакими, там очень такая была достаточно речная форель была развита. Потом ее уничтожили, сейчас именно идет восстановление. Это при поддержке каких-то там международных организаций ведется восстановление вот именно в реке этой форели. Других этих животных, честно сказать, это сложновато сейчас. В принципе, сейчас идут уже проекты по сохранению снежного барса. Это на Памире, да, там есть даже питомник создан, в принципе, это тоже с этим связано. Но я бы хотел все-таки немножко акцентировать внимание на том, что как не уничтожать. Одной простой пример – это то, как мы загрязняем реки. Просто элементарно. Сейчас, если пройтись по Ворзобу вверх и посмотреть, что творится на берегах реки Ворзоб, которая питает город. Это все мы потом воспринимаем через наши водопроводные краны, через, как говорится, вот, все, что доступность, где вода есть, это все мы потом воспринимаем. Таким образом вот, идет нагрузка большая. А чтобы этого не было, это нужно к этому подходить, чтобы все-таки не загрязнять это все. Начиная вот, ну, почему я воду затронул, потому что, в принципе, без воды нам сложно.
Мы можем там без продуктов питания протянуть, но без воды человек навряд ли долго выдержит. То же самое это касается и водоемов, которых загрязняются, и где тоже уничтожаются рыбы, а, соответственно, если нет там этого мира, это все взаимосвязано. Если там пропадает что-то, пропадает следующее, и появляются какие-то другие виды, которые не очень, может быть, и хорошие для Таджикистана. Это вот тоже один из примеров, когда нас посетила какая-то вот разновидность, я точно не могу сказать название, гусеницы, которые стали уничтожать именно зеленая вот зелень, которая в горах. И, кстати, эти гусеницы очень такие были неприятные, потому что при контакте с кожей вызывают аллергию. Вопрос тогда такой, вот бизнес, такое небольшое сообщество, туристическое сообщество, сейчас медленно, но развивается в нашей стране. Есть ли какие-то путеводители, которые могут сейчас нас уже вот туристов, приезжающих в нашу страну, внутренних туристов, направлять именно к этим людям? Как это сейчас действует, как это работает? Да, тоже хороший вопрос. Я думаю, что будет всем интересно услышать. Смотрите, у нас эти сообщества, которые в регионах работают, они все объединены с региональными ассоциациями. У нас почти в каждом регионе имеется ассоциация, которая объединяет именно эти сообщества. Например, в Зеравшанской долине существует Зеравшанская ассоциация развития туризма, которая объединяет именно сообщества, расположенные в Зеравшанской долине. На Памире у нас есть Памирская экокультурная туристическая ассоциация, которая объединяет непосредственно эти сообщества, расположенные именно вот на Памирской территории ГБАУ. И также у нас есть в Мургабе Мургабская ассоциация экотуризма. Но над всеми этими ассоциациями, которые в регионах, есть одна зонтичная ассоциация, которая именно помогает и развивает все это. Это ассоциация, это туризм, это таджикская ассоциация туризма, основана на сообществах. Непосредственно вот в данном случае руководитель этой ассоциации Михаил Стружков сидит рядом, и он может более подробно рассказать о деятельности, как привлекаются туристы через эти ассоциации. Спасибо, вы задаете очень хорошие вопросы. В частности, мне понравилось ваш вопрос про экономическую составляющую, потому что завтра мы будем и послезавтра, и 28-го говорить именно об этом. Мои коллеги большие оптимисты. Вы, наверное, бьете в самую точку, потому что внедрение зеленых технологий — это всегда затратное дело, и, к сожалению, бизнес-сообщество Таджикистана с большой неохотой идет на эти затраты. На Западе это все понятно для чего, потому что западный турист, он экологически воспитан, и есть ответственное потребление, и он готов платить совершенно другие деньги, и он считает, что правильно, что он должен платить намного больше за туризм, который не наносит вред природе. К сожалению, в Таджикистане пока такой культуры нет, поэтому вот одна из целей мероприятия и этого форума будет обсуждение вопросов, как нам сделать так, чтобы туристы, приезжая в Таджикистан, продолжая ответ Бахридина, находили тех людей, те бизнес-сообщества, которые ориентированы именно на экологический туризм, то есть удовлетворяли запросы иностранцев, и как нам внедрять в Таджикистане культуру вот этого ответственного потребления, чтобы у сообщества бизнесменов был понятный, простой экономический стимул беречь природу. Пока во всем мире беречь природу — это невыгодно. Здесь срабатывают механизмы нематериальной мотивации, которые, к сожалению, пока у нас очень плохо работают. И организация Бахридина, и нашего коллеги Давлата Хабибова, и наша ассоциация, и ассоциация наших партнеров именно над этим работают. Нельзя сказать, что с очень огромным успехом, но тем не менее дорогу осилит идущий, и мы этим занимаемся и пытаемся это внедрять, в том числе при помощи наших партнеров, вот Актеда и проекта, который представляет Зафар Ноуров
и Дильшот Алимов. Ну, имея действительно колоссальные природные богатства нашей страны, я думаю, что действительно мы обязаны просто их сохранить для будущих поколений, ну и развивать, естественно, культуру экотуризма и этнотуризма, мне кажется, тоже немаловажная вещь, потому что мы должны также и свою культуру продвигать. Друзья, давайте сделаем прямо сейчас еще одну короткую паузу, далее стартует, друзья, реклама. Скоро вернемся. Друзья, третья смена продолжается, но правда времени остается безумно мало-мало. Ну, я напоминаю то, что сегодня у меня в гостях организаторы форума «Нулевой углерод». У меня будет такой вот еще один вопрос. Вот форум ожидается 28 числа. Какие лично у вас ожидания от форума? Какие свершения? Что ожидаете сами? Какие внутренние ощущения? Да, конечно, используя этот случай, хочу пригласить еще раз дорогих наших слушателей в субботу прийти с семьями на этот форум нулевой. Вход свободный, кстати? Вход свободный. Форум «Нулевой углерод» будет проходить в гостинице «Сирена» с 9 часов до 6 вечера. В рамках форума будет, вообще форум он организован в рамках проекта программы Switch Азия при поддержке Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, АКТЭД и Convergence. Они исполнительные проекта в партнерстве с такими организациями, как Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития, при информационной поддержке Азия Плюс. И что мы ожидаем? Мы ожидаем, во-первых, будет очень интересно, потому что будет, скажем, две части этого форума. Это первая часть, это выставка представителей сектора возобновляемых источников энергии, в общем, зеленой энергии и энергосбережения, представители туризма, основанного на сообществе ремесленников, будут художники, арт, как бы студия приглашена, будет культурная программа. И на самом форуме будут проходить панельные сессии с очень интересными темами, такими как устойчивое развитие в цепочке добавленной стоимости, как правильно подходить к экологической ответственности, доступные зеленые технологии, туризм основан на сообществе и его перспективы, доступ к зеленым финансам, с финансовым кредитом, продуктам, будут микрофинансовые институты также участвовать. И вообще на пути к зеленому туризму, развитию зеленого туризма также будут обсуждаться. И на этот форум как бы приглашены активные как бы спикерами, активные представители именно своих секторов, профессионалы, которые предварительно уже будут развивать эти темы, которые будут на панельных сессиях. В общем, будет интересно. Мы ожидаем то, что этот форум, он первый в Таджикистане, и мы ожидаем, что он будет как бы проводиться на ежегодной основе, и будем больше привлекать внимание наших посетителей, то есть жителей нашей страны, именно к актуальным темам нулевого углерода. Ну что ж, друзья, времени у нас практически нет. Да, Михаил, вам слово. Да, вы знаете, наши ожидания еще связаны с тем, что мы вот сейчас с Бахридином и с туроператорами Республики Таджикистан вернулись из поездки в Узбекистан, которую нам помогли организовать IFC и USAID. И очень приятно нам с Бахридином было видеть, что огромнейший спрос у узбекских туроператоров, у туроператоров других стран, которых они привлекают, именно на экологический туризм в Таджикистане. И в рамках нашей 10-дневной поездки было подписано более 100 договоров. И мы ждем приезда туристов. И вот самое радостное в том, что все-таки туристы выбирают Таджикистан из экологичности туризма как такового. Это в нас вселяет очень большую надежду. И я думаю, что вот этот форум завтра и 28-го позволит нам найти пути решения, обсудить существующие проблемы и препятствия и наметить, как нам лучше это развивать. Ну что ж, спасибо огромное, спасибо Зафар, спасибо Михаил, спасибо Бахридин, то, что сегодня посетили нас и рассказали. Действительно, нам нужно двигаться вперед, нам нужно развивать свою собственную культуру, ну и экокультуру тоже. Не забывайте, друзья, то, что природа – это действительно дар, который мы обязаны сохранить. Спасибо огромное. Спасибо, друзья, ну что ж, и на этом третья смена тоже заканчивает на сегодня работу. Друзья, уже услышимся завтра, как всегда, в 17:05. Всем хорошего вечера.